Я еще раз вас прошу, как депутатов, иметь свое право, свой голос, но при этом я просил бы политкорректно, на вас смотрят люди. Юнусбек Евкуров встретился с депутатами Народного собрания. Какие темы поднимались на встрече, расскажем в выпуске. Президентская елка для маленьких жителей региона. В администрации главы Ингушетии прошло традиционное новогоднее представление. Она легко может омрачить праздник. Пиротехника. Как не стать жертвой подделки? Проверяющие органы провели рейд в Назране. Первый чемпион мира среди ингушей по классической борьбе. Победа Мусы Евлоева бесспорно знаковое событие года. В первую очередь это качество картинки. 20 бесплатных телеканалов и 3 радиоканала в цифровом качестве. С нового года Ингушетия переходит на новый формат телевизионного вещания. На канале Ингушетия Новости 24. Здравствуйте. Уважительные отношения и взаимопонимание между депутатами играют важную роль в решении стратегических задач, заявил глава Ингушетии Юнусбек Евкуров на встрече с народными избранниками. На заседании обсуждалась тема разногласий в депутатском корпусе, связанных с ратификацией соглашения о границе между Ингушетией и Чечней. Также речь зашла о социально-экономическом развитии субъекта. Все подробности в репортаже нашего корреспондента. В начале встречи с депутатским корпусом Юнусбек Евкуров подчеркнул, что каждый имеет право на свое мнение по любым вопросам, тем более по таким серьезным темам. Но эти процессы, по мнению руководителя региона, должны проходить без давления друг на друга. Я здесь никого не хочу делать ни врагом, ни другом. Все депутаты парламента, каждый имеет право не только по этому вопросу. Я просто хочу напомнить нам всем, когда принимался закон по местному самоуправлению. И тогда были лозунги, и тогда были вопросы. И до этого, и после этого, и дальше это будет. Ну, в принципе, с одной стороны, можно подумать, что это ненормально, а с другой стороны, мне кажется, это нормальное явление, когда у людей есть свое мнение. Вопрос в другом, кто как этим мнением распоряжается, тоже, опять же, право каждого. Все мы взрослые люди. Единственное, что я не приветствую этих вопросов, давление друг на друга. Это я в любом случае, вы знаете меня прекрасно, за 10 лет уже изучили. Даже самые тяжелые времена и терактов, и убийств, и расстрелов, я всегда в том числе защищал даже тех бандитов, которые это совершали, говоря о том, что они отступили, что им надо помогать, что им надо протянуть руку помощи, особенно в том числе родственникам. То есть я всегда был в этом плане, можно сказать, демократом. В данном случае я еще раз вас прошу, как депутатов, иметь свое право, свой голос, но при этом я просил бы политкорректно, на вас смотрят люди, и политкорректно, и каким-то уважительно друг к другу относиться. И то, что уже произошло, то, что уже закон состоялся и решение принято, оно не должно мешать в первую очередь дальнейшей работе парламента. Я просил бы здесь убедительно всех к моему голосу прислушаться. Нет никакой причины сегодня. Да, опять же, каждый остается при своем мнении. Я не против. И ни в коем случае я не хочу делить на своих, на чужих. Вы все депутаты парламента. Но просил бы, чтобы в дальнейшем эта обстановка, эта ситуация не создавала осложнение, проблему для работы правительства, органов государственной власти, для работы парламента в законотворческом плане. Мне кажется, надо трезво подойти к этим вопросам и уйти от личностных или каких-то других вещей и заняться уже той работой, которую мы должны с вами делать. Обращаясь к депутатам, глава региона подчеркнул важность налаживания между ними взаимопонимания и уважительного отношения друг к другу. Юнусбек Евкуров напомнил присутствующим, что перед чиновниками всех уровней стоят стратегические задачи, которые можно решить только общими усилиями, в том числе улучшение водоснабжения. То, что мы сегодня строим, делаем, это наглядная как раз и тема, когда
многие объекты построены и работают. Еще одна тема – это те задачи, которые вот просто стратегически стоят перед республикой. Смотрите, стадион РАС – это стратегия для республики. И это прямое указание президента. И вторая задача, а может даже первая – это вода. Мы вчера проводили совещание, очередной транш поступил по линии ПАО «Роснефти». В прошлом году задачу выполнили, в любом случае улучшили ситуацию с водоснабжением. Если прошлым летом у нас основные проблемы были в 3 населенных пунктах, где больше всех это Плиево, Барсуки и, не помню, что Альтиево, кажется, населенный пункт, то позапрошлые годы это почти пол республики об этом по воде жаловались. Поэтому та часть средств, которая была выделена, мы освоили хорошо, хотя без ошибок там тоже не обошлось. Сегодня следующий вот этот транш, который поступил, до мая месяца мы должны его использовать так, чтобы вот этих 3 населенных пунктах, и плюс там они расписаны, там график есть. Здесь тоже просьба депутатов включиться в эту работу, помогать в этом деле и следить за тем, как это все расходится, как это все реализуется. Тем более мы уже запретили использовать металлические там изделия, трубы, я имею в виду, для воды. Но самая главная задача даже не вот эти средства, а то, что президент дал указание. Сейчас есть пилотный проект, это будет Ингушетия. Это мы посчитали, более 3 миллиардов рублей. Это водозабор по реке Аса. И полностью закрыть тему по реке Аса, это Сунжа, Малгобекский район и Сунжинский район. А здесь уже, на Зранде, это те скважины, те водозаборы, которые уже здесь стоят. И не просто центральной линии. Задача стоит полностью заменить водопроводные сети разводящие, то есть населением по улицам. Здесь проблема большая, но и плюсов много. Плюсов почему много? Во-первых, мы заменим полностью все. Во-вторых, мы там, где это по улицам проложить, там же средства будут выделяться. Это надо посчитать только, не только трубы проложить, а покрытие асфальтовое, там, где мы будем снимать, по новой улице покрывать. Тоже это будет плюс, дорожное покрытие. Ну и плюс чистое качество воды. 100% замена газовых сетей. 100%. Вот то, что сейчас даже первые годы постоянно уже изношено. И если мы вот 2 задачи по воде и по газу выполним, это будет где-то, плюс-минус там, к концу 2022 года, да? 2021-2022 года. Считайте, лет 60-80 республика может уже, кроме как новостроек, уже свободно будет. Плюс 3-я задача по Россетям, у меня 27-го будет встреча тоже в Москве, именно реконструкция всех наших сетей по Россетям. То есть мы получаемся полностью по системе ЖКХ, реальную стратегию для республики делаем. Это огромный пласт работы, и надо всем вместе в этом направлении, именно депутатов в том числе, подключаться как профильным комитетам, так и как избирателям со своих участков, там, районов, городов и населенных пунктов. Принятие бюджета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы. По мнению главы, одна из основных задач, которая стоит перед депутатами. Юнусбек Евкуров также отметил важность контроля со стороны депутатов за ходом масштабной реконструкции 26-километрового участка трассы «Кавказ», завершение которой планируется к середине 2020-го. Указ президента, у нас проекты, где мы участвуем, и сколько школ, сколько садиков, сколько других проектов. Не говорю про инвестиционный проект, который мы строим, не говорю про КРСК, по рамкам которого мы строим ряд предприятий, заводов и так далее. Это все понятно, что это будет продолжаться. Но вот эти 4 направления, в том числе сюда можно добавить еще федеральную автомобильную дорогу, которую сейчас вы видите, как она идет такими хорошими темпами, с опережением графиков мы идем. Если мы в планах ставим там к середине 2020 года полностью, федеральная дорога должна быть там уже по первой категории. И параллельно начинается в 2021 году или к концу 2020 года начинается уже объездная дорога вокруг Назрани. Это большой проект. И к 2025 году объездная дорога вокруг Назрани, там порядка 5 мостов между Аль-Юртом и Кажевым, ну и выход на или перед Яндари, или за Яндари, выход на федеральную трассу. Вот там такие проекты для республики. Поэтому просил бы это все учитывать тоже и максимально нарабатывать.
В завершении встречи руководитель субъекта поздравил всех с наступающим Новым годом и поблагодарил депутатский корпус за проделанную в выходящем году работу. Юнузбек Евкуров принял участие в традиционном новогоднем мероприятии, которое прошло сегодня в мраморном зале администрации главы Ингушетии. Гостями стали отличники учебы, активисты, дети из малообеспеченных многодетных семей с ограниченными физическими возможностями, а также их родители. Праздник открыли артисты Ингушского театра юного зрителя, одетые в костюмы сказочных персонажей. Затем к гостям обратился Юнузбек Евкуров. Глава поздравил с наступающим Новым годом всех детей и их родителей. Затем артисты Ингушского театра юного зрителя показали гостям театрализованное новогоднее представление «Наджган Цей» – праздник священного дуба. Праздничное настроение детям создали и веселые танцы, загадки, различные конкурсы, сказочно оформленный зал и яркая программа. По окончанию праздника маленькие зрители получили подарки от Деда Мороза и вместе с приглашенными артистами станцевали лезгинку. Но даже после представления гости долго не расходились, делились впечатлениями и фотографировались на память. Хотим сегодня поздравить в здании администрации главы республики. Она называется «Президентская елка» по-старому. Мы хотим в этот день поздравить наших детишек, ваших детей, конечно, всех детей республики с наступающим Новым годом. В первую очередь пожелать, чтобы вам и Снегурочки, и Дед Морозы, они в лице пап, мам, старших братьев, сестер, наверное, будут выступать. Кто-то будет приглашать настоящего Деда Мороза, как сегодня мы пригласили тоже. Он откуда у нас приехал? С сказочного мира, да? Вот кто-то приехал у нас. Дед Мороз и Снегурочка тоже приехала. Вот кто-то их таких пригласит тоже. Но чтобы вам подарили подарки на Новый год. Ну и, конечно, чтобы вы слушались папу, маму, старших братьев, сестер, чтобы вы вели себя хорошо. И самое главное, чтобы вы не болели. Договорились? Примите подарки от НТРК. В преддверии Нового года все стремятся как можно больше радостью доставить окружающим. И это прекрасный повод порадовать детей. В стороне не осталась и наша телекомпания, присоединившись к благотворительной акции. Сладкие презенты получили учащиеся 20-й школы Малгобека. Рина Тичоева тоже участвовала. Под Новый год все дети ждут чуда, и если чудо происходит неожиданно, становится вдвойне интереснее. Поэтому, снарядив нашу машину вот такими сладкими презентами, мы отправляемся к учащимся города Малгобек. И эта миссия, пожалуй, самая приятная. Неважно, верит ребенок в Деда Мороза или нет, на Новый год все дети ждут подарков. Дарить сладости в канун праздника для нашего телеканала стало уже традицией. Дети, всем здравствуйте! Мы приехали к вам из национальной телерадиокомпании «Ингушетия». Мы привезли вам вот такие сладкие подарки. Мы все любим, да, получать подарки? Для Алихана Алиева важно внимание, но от подарка школьник, конечно, тоже не откажется. Тем более, когда здесь собраны его самые любимые сладости. Давай. Еще что? Еще? Это я тебе дам. Все, что ты любишь, да, Алихан? Да, вот это самое любимое. Это самое любимое? Пока Алихан разбирает свой подарок, Аиша Далакова думает о том, чтобы быстрее поделиться сладостями с младшими братьями. Мне очень много дарили подарки. Мне папа, мама дарили. Мне очень нравится вот этот подарок. А чем он тебе понравился? Что там сладости, что там стоит Дед Мороз. Каждый ребенок с трепетом ждет Нового года. И в преддверии праздника сделать приятное детям может любой желающий. Ведь этот сундучок может подарить столько эмоций и радости, которые дети не забывают. А теперь самое время окунуться в сказку. Для детей в актовом зале зажгли новогоднюю елку и подготовили красочные выступления. Вы нам такой праздник устроили, вдвойне праздник, потому что наши дети очень обрадовались вот таким подарком. Мы благодарны всем, кто хоть немножко внес вклад в этот сегодняшний праздник. И хотим сказать большое спасибо. Праздник с детьми разделяет Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. Дети танцуют, поют песни и читают стихи. Современный Дед Мороз им подарки принес. Ни конфеты, ни игрушки, ни пушистые звездки. Он принес нам телефоны, современные смартфоны.
фоточка, где есть стук и компактный ноутбук. Белый снег пушистый, в воздухе кружится, и на землю тихо падает, ложится. И под утром снегом поле забелело, точно пеленой все его одело. Темный лес, что шапкой принакрылся чудно, и заснул под ней крепко непробудно. Ну а до нового 2019 года остается совсем немного времени, поэтому поторопитесь подарить детям новогоднее волшебство. Рина Сычуева, Адам Далаков, Новости 24. Предновогодняя волшебная атмосфера царит во всей республике. Заветные подарки сегодня получили сотни ребят. Дети из малообеспеченных семей Карабулака и Сунжи оказанному вниманию были приятно удивлены. С открытием презентов, как правило, долго не затягивали. Вручение сладостей сопровождалось новогодним праздничным представлением со сказочными героями. В знак благодарности особенные дети подготовили стихи. Репортаж Зелимхана Акалоева. Когда еще, как не перед Новым годом, говорить о подарках? Дети считают это время волшебным и загадывают желания, а взрослые изо всех сил стараются не разрушить светлую сказку. Свои заслуженные сладкие презенты получить готовы и особенные детки, но до этого их погружают в новогоднюю сказку. Правда, Снегурочка уже давно не та, наверняка годы сказались. Однако Дед Мороз быстро раскусил коварную Баба-Ягу, которая и выдавала себя за его внучку. Обиженная, гордая, но не сломленная, Баба-Яга сдаваться так легко не собиралась и решила испортить всем праздник. И правильно, пригласить-то ее забыли. Здравствуй, здравствуй, внученька. Что-то я тебя сегодня не узнаю. Ты какая-то у меня страшная. Как это не узнаете? Это я, ваша Снегурочка, внученька. Новогодний карнавал, песни и танцы. Каждый из этих особенных детей после первых нот пускаются в пляс. В основном здесь собрались воспитанники Троицкого дома-интернат. Многие из многодетных и малообеспеченных семей. Конечно, праздник для них, вы сами знаете, большой подарок для них. Потому что они в большинстве из-за своего ограничения, вот сегодня даже мамаши не всех смогли привезти. Я хочу тоже сказать огромное спасибо нашему Алихану Харсиеву, его помощнику, тоже его тезке Алихану Газдиеву, которые вот оказали содействие, чтобы мы сегодня могли праздник для детей устроить. И пользуясь еще раз случаем, хочу поздравить всех детишек нашей республики с наступающим Новым годом, пожелать им самого наилучшего, чтобы они не болели, чтобы они учились, чтобы были всегда красивые. Новогоднее чудо для всех. Время, когда даже взрослые начинают верить в волшебство. Для детей этот праздник особенный. Им все не терпится рассказать новогодние стихи Деду Морозу и прекрасной Снегурочке. Дед Мороз, елку из лесу принес, а пока я в сад ходила, мама налетела елку. Ой, какая ты молодец. Сегодня я очень рада, что сюда пришла. Мне очень все было красиво, мне все понравилось. Много танцев было, много красивых украшений было. До Нового года осталось всего лишь несколько дней. Тем, кто не успел определиться с подарками, медлить уже нельзя. Впрочем, детям для счастья нужно совсем немного. Конфеты и другие сладости – это не столько вкус, сколько эмоции праздника. Однако детей здесь никому не удастся обхитрить. Сколько весит сладкий подарок и действительно ли некоторые конфеты только притворяются шоколадными, знает Чергизов Магомед Башир. Давай-ка откроем твой подарок и посмотрим, что у тебя там. Расскажи, что у тебя там? Я больше всех люблю киндер-сюрприз. А давай еще посмотрим, какие у тебя сладости, какие еще сладости ты любишь? Что? Кит-кат. Кит-кат, да? А ты давно ждал этот Новый год? Скажи. Да. Да? А из-за чего тебе нравится Новый год? Потому что дарят много-много подарков и сладостей. Опытные Деды Морозы прислушиваются к пожеланиям детей весь год. И именно поэтому с подарком прогадать никогда не получается. Волшебник как настоящий, борода добротная. На ногах не кроссовки, а валенки. Вот только голос слегка выдает известного юмориста. И то не с первого раза. Бывали такие моменты, когда ты не успеваешь там добежать до гримерной, и приходится прямо там за толпой где-то, за кулисами быстро переодеться
И когда Дед Мороз туда заходит, детишки за тобой туда забегают, и когда ты переодеваешься, говорят: а, мы его знаем, мы его видели в интернете, он же это. Это очень смешно, да. И вот это вот детское радостное настроение, оно как-то вселяет такую вот энергию, бодрит тебя. Адымеш хулжол, дег возле илчи, дег возле толждол, архулят города ха. Денен дозыл толждол, арху сигл ураводдар. Что чего дезде нягда гоздакар. Да дег возле арцах тахан ухш тедош терчил юсил. Массы болшнях ирз атту хейли, башт хейли. Сатем босыл. Мяш алчо дал дьякл долчо. Более 150 радостных детей разбирают подарки под елкой. Всего же их закуплено свыше 700. И это не окончательная цифра. Депутат Госдумы России Алихан Харсиев постарался, чтобы ни один ребенок не остался без праздника. Накануне презенты вручили воспитанникам школы-интернат Назрани. Словом, список Деда Мороза в этом году немалый. Здесь на днях тоже планируем выехать в пригородный район. Это мы будем раздавать в разные села, разъезжать с группами и будем проводить эту акцию и дальше. Мы через благотворительный фонд МЯЛ провели сегодняшнее мероприятие, вот, раздача новогодних подарков детям, которые у нас состоят на учете у фонда МЯЛ. Это дети, инвалиды. А тем, у кого не удалось выбраться, праздник приходит прямо домой, теперь уже в Карабулак. Чтобы подарить частицу волшебства, сотрудники администрации города решили порадовать малоимущих и многодетных семей, для которых даже простой подарок – это масса позитива и хорошего настроения. Ребята ждали Деда Мороза, но он пока задержался на Северном полюсе. Все же стишок дети рассказали. В этом доме приходу новогодних волшебников рада даже собака Снежок. Белая и любопытная, увидев яркие пакеты, решила прийти за своим презентом. Заслужила. Она оберегала очаг Аушевых целый год. Многодетная семья живет в маленьком бараке. 5 из 9 детей воспитываются в Троицком доме-интернате. Следующая семья к приходу гостей подготовилась основательно. К зеленой красавице не хватало разве что подарков. И вот последний штрих. Залина Дышниева одна воспитывает 2 детей. Один из них инвалид первой группы. Мама, как и ребята, гостям всегда рада. Ведь новогоднее настроение ни с чем не сравнимо. Конечно. Каждый день сказали мне: поставь нам елку, я поставлю елку тоже. Дома я елку поставлю. Как смогу, и стол накрою. Порядка 200 человек в Карабулаке должны получить заветные пакеты со сладостями. Во всяком случае, так говорят организаторы акции, которые ежегодно стараются охватить как можно больше семей. Зимний, сказочный, волшебный Новый год. Именно то время, когда как никогда хочется порадовать детишек самыми разными подарками и устроить путешествие в сказку. Ну и как после этого не верить в Деда Мороза? Зелимхан Калоев, Джамал Тамасханов, Новости 24. С приближением Нового года прилавки магазинов наполняются различной пиротехникой. Салюты и хлопушки приносят радость, особенно детям. Но также они могут стать причиной испорченного праздника или даже здоровья. Соответствие пиротехники требованиям закона в ходе рейда в Назрани проверили сотрудники Роспотребнадзора, МЧС и единороссы. Тамара Хашигульгова расскажет. Неотъемлемый атрибут новогодних праздников – петарды, салюты и прочая пиротехника. Правда, нередко вместо ярких позитивных эмоций они оставляют совсем другие ощущения. По статистике, несчастные случаи с пиротехникой происходят чаще всего из-за несоблюдения техники безопасности. Однако никто не застрахован от некачественных изделий. Поэтому в предпраздничные дни активизируется работа надзорных комиссий. На этот раз в числе проверяющих не только работники Роспотребнадзора, но и единороссы, представители городской администрации и сотрудники МЧС. Кто здесь хозяин, кто здесь?
Зоя Мальсагова – продавец со стажем. Уже 15 лет женщина занимается маркетингом. За это время она усвоила не только свои права, но и обязанности. Но на рынке их нету. Потому я считаю, что это же взрывоопасно. Это специализированные, специальные магазины должны быть. Вот так спонтанно их нельзя продавать просто. Мы ими никогда не пользуемся, не продаем, короче. Свечи вот эти бенгальские, огни и хлопушки, они более безопасные. Поэтому это не разрешается, мы их и продаем. Таких, как Зоя, на рынке большинство. По крайней мере, именно такое мнение сложилось у проверяющих. Продавцы стараются не приступать к рамки закона. Они прекрасно знают о наказании. Нарушение типа يوقش بو предупреждение يوقش جوات قيل قوتش حن سارق ظلم مش حدا متجي بين يشجع. Чаще всего причиной трагедии становится просроченная или поддельная продукция. По словам работников МЧС, большая часть некачественных фейерверков продается без сертификатов качества на несанкционированных для этого торговых точках. Реализация пиротехнической продукции потребителю разрешена на специализированных объектах, то есть магазинах, секциях, отделах, павильонах рынка. Уличная реализация запрещена. Это мы доводим до администрации рынка. Запрет обуславливается тем, что пиротехнические изделия на пиротехнические изделия могут попасть осадки. Вне новогоднего ажиотажа риск приобрести товар у недобросовестных продавцов, которые торгуют нелегальной продукцией, велик. И хотя эта проверка не выявила никаких нарушений с их стороны, участники рейда призывают покупателей соблюдать бдительность. Перед покупкой обязательно спрашивайте сопроводительные документы. Несколько лишних минут, проведенных у прилавка, может избавить вас от посещения травмпункта и нескольких недель, проведенных в больничной палате. Тамара Хашагульгова, Магомед Доскиев, Новости 24. Особым детям особое внимание. Правительство Ингушетии в соответствии с поручением главы республики планирует закрыть потребность в детских инвалидных колясках. Об этом сообщил председатель правительства Зелимхан Ивлоев в рамках рабочей встречи с уполномоченной при главе Ингушетии по правам ребенка. Как отметила Зарема Чахкеева, по итогам адресного обхода бригадами специалистов ФСС и врачами-педиатрами составлен список детей-инвалидов, среди которых 62 нуждающихся в колясках в связи с износом старых и 28 остро нуждающихся. Подбор инвалидных кресел требует индивидуального подхода в соответствии с программой реабилитации, а также наличия у поставщиков соответствующей продукции. Поэтому обеспечение ими будет проводиться поэтапно. До конца текущего года средствами передвижения обеспечит около 30 детей, а остальных в первом квартале 2019 года. Я тоже вас попросил бы, чтобы вы приняли самое активное участие в этой работе. В последующем, чтобы в соответствии с поручением главы республики мы могли бы хотя бы до конца второго квартала следующего года обеспечить всех детей, нуждающихся колясками. Так как вы сказали, что аппарат правительства действительно поработал над поручением главы республики, я как должностное лицо, как уполномоченный правозащитник детей, буду, естественно, контролировать весь этот процесс. Мне бы хотелось выразить благодарность вам, в первую очередь, аппарату правительства, которые провели, да, и проводят такую масштабную работу по поручению главы республики. Вы знаете, я посетила одну семью, эта семья у меня подопечная, и девочка написала передала вот такой красивый подарочек, и в этом подарке письмо. Я бы хотела его вручить как бы вам. Я знаю, что у вас запланирована встреча с главой республики, и это письмо было адресовано именно главе республики, чтобы накануне Нового года девочка хочет видеть нашего главу у себя дома. Девочка, конечно, ограничена в возможности, пишет в письме, что она сама не может посещать праздники, мероприятия, и поэтому как бы заветная ее мечта, чтобы глава посетил ее. Я вас прошу передать этот маленький подарочек главе нашей республики. Спасибо за то внимание, которое вы уделяете нашим детям. Я передам главе республики письмо.
Если его в плотном графике найдется время, если он мне поручит, думаю, что даже сам могу посетить девочку и поздравить его с праздником. Конец года обязывает подводить итоги. Затронем одну из самых чувствительных сфер. Несмотря на то, что год экологии завершился в 2017 году, работы по улучшению экологического состояния региона только набирают обороты. В результате в уходящем году удалось ликвидировать немало несанкционированных свалок, очистить берега рек, плюс провести берегоукрепительные работы. Знаковым событием стал и тот факт, что в этом году несколько природоохранных органов были реорганизованы в Министерство природных ресурсов и экологии региона. Самые яркие экологические события 2018-го в репортаже Индиры Манкиевой. Сфера экологии, учитывая стремительно возрастающую актуальность вопросов охраны окружающей среды, определена в качестве одного из основных направлений стратегического развития России на период до 2025 года, отметил в своем ежегодном послании Юнусбек Евкуров в начале этого года. Глава подчеркнул, что прошедший 2017 был объявлен годом экологии, и в связи с этим была проведена большая работа, направленная на улучшение экологического благосостояния региона. Вместе с тем важно не останавливаться на достигнутом и продолжить масштабную работу. Это и вопрос, связанный с оборотом отходов, самый проблемный вопрос по всей стране нашей. Это и вопрос загрязнения водных объектов. И, конечно, работа с населением, в которой очень хороший результат получился и по году экологии, и до этого предыдущие годы. Это направление тоже поставлена задача, это мы намерены развивать и на этот год, и на последующие годы. Одно из самых значимых экологических событий, прошедших в регионе, День реки Сунжа. В этом году этот праздник отмечался впервые. Торжественные мероприятия прошли в присутствии высоких гостей министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина и главы республики Юнусбека Евкурова. Дмитрий Кобылкин отметил, что президент страны Владимир Путин в своем ежегодном послании особое внимание уделил экологии и поставил перед министерством амбициозные планы вывести это направление на абсолютно новый уровень. Почетно находиться сегодня здесь и видеть, как федеральные программы, те, которые были, те, которые будут в будущем, преображают нашу землю, нашу родину, нашу территорию. Я хочу сказать, что экология сегодня становится нормой культуры не только среди населения, но и в промышленных компаниях. Наша с вами задача сохранить и приумножить наше начало, то, что мы начали делать. Посмотрите сегодня, сколько вокруг маленьких детей. Это наше будущее, это люди, которые завтра будут работать на этой земле, будут продолжать наши традиции. И ради них, ради именно этих детей мы должны с вами создать вот эту вот уникальную, воссоздать эту природу в том виде, в котором она была. А глава Ингушетии Юнусбек Евкуров отметил, что новый праздник призван привлечь внимание жителей и руководства страны к проблеме загрязнения водоемов. Спасибо нашему председателю комитета Магомеду Бабхоеву, который именно в этом плане проводит работу. Больше профилактики, и поэтому чище стало не от того, что мы убираем, акции проводим, а чище стало, потому что люди меньше бросают мусор. В этом есть смысл. Мы и в горах в этом направлении работаем со студентами, с молодежью. Много проходит передач на телевидении, много рекламы. И люди каким-то образом по-другому относятся к порядку вокруг себя. Организаторы постарались включить в программу все, чтобы порадовать гостей. Праздничную атмосферу создавали артисты ингушской эстрады. Для детей были организованы площадки с батутами, надувными аттракционами и бесплатными угощениями. Махмед Матиев 25 лет живет в Карелии, 9 из которых занимает должность полномочного представителя Ингушетии. Он в республике проездом и рад принять участие в таком празднике. Я радуюсь, что у нас в Ингушетии проводятся такие праздники. Люди на этих праздниках смеются, радуются, пришли с детьми. Также я удивлен такому празднику. Идет концерт. Надо проводить почаще такие праздники. Место прекрасное. Это можно назвать, в России редко таких места. У нас тоже в Карелии много праздников проводится. У нас 85 общественных национальных организаций. И мы часто свои тоже войнарские традиции показываем. Одеваем форму, я всегда одеваю бурку, одеваю шапку, папаху. Национальное блюдо выставляем. Мы показываем тоже наши традиции обычно. В честь праздника в обновленный пруд запустили 1000 мальков форели.
Так, когда на рыбалку поедем? Поддержим? Не, поддержим, можно отсюда упрыгивать обратно. Не согласны. Делегация приняла участие в республиканском субботнике в Сунже. Здесь активисты с самого утра очищали водный объект от мусора. Современные технологии распределения мусора позволяют защитить экологию от загрязнения. Дмитрию Кобылкину и Юнузбеку Евкурову активисты представили план-проект по защите окружающей среды и посадке деревьев. Сады поколений. Этот проект существует уже более лет. Мы представили проект президентского сада. Почему название получил президентский сад? С легкой руки одобрения главы республики. В канун выборов главы государства у нас возникла такая идея – посадить плодовые деревья. Юнузбек Балагирович предложил, а почему бы не называть его президентским садом? Да. Сам сад подразумевает высадку более 10 тысяч плодовых деревьев и кустарников. На территории, в которой мы сейчас находимся, это сельское поселение Плиево, пойма реки Сунжа. Затем гостю продемонстрировали мусорные баки, которые в скором времени будут установлены в многоквартирных домах республики. Помимо всего этого, министерством в этом году проведена колоссальная работа в рамках контрольно-надзорной деятельности. Таким образом, в текущем году сотрудники Минприроды региона провели более 300 проверок и выявили более 360 нарушений требований природоохранного законодательства на общую сумму почти 4 миллиона 270 тысяч рублей. С начала года основной акцент в работе ведомства был сделан на оборот отходов и загрязнения водных объектов. В этом году министерством существенно активизирована и работа по выявлению и пресечению незаконной добычи полезных ископаемых. Экологами не раз проводились рейды по выявлению тех нарушителей, которые имеют пагубную привычку выводить канализацию в реку. Проблема загрязнения реки Назранка является одной из самых актуальных в республике. В последние годы Минприроды был проведен большой фронт работ, но сохранить чистоту мешают местные жители, для которых река превратилась в мусорную яму. Многочисленные замечания не привели к желаемым результатам. Работа надзорная у нас проводится в ежедневном режиме, ежедневно, внепланово, в рамках рейдов, проводимых сотрудниками ежедневно буквально. Благодаря этому многие водные объекты у нас очистились, и качество водных объектов улучшилось, и много таких сопутствующих частей, касающихся ликвидации каких-то несанкционированных скоплений отходов. Таких нарушений масса устранено. Также в регионе экологами проведены берегоукрепительные работы. Коснулись они той же реки Назранка. Реконструировано почти 2 километра участка обоих берегов. В первую очередь конструкция защищает расположенные поблизости дома и инфраструктуру от последствий сильных паводков. Долгое время эта часть реки Назранка в селении Барсуки была головной болью для всей окрестности. Неосторожные дети и животные часто становились жертвами водной стихии. Да и дома из-за частых дождей нередко затапливались, вышедшие из берегов рекой. Теперь местные жители могут быть спокойны. Здесь ведется масштабная работа по берегоукреплению. Мы отвели русло реки в одну сторону, построили насыпную дамбу и таким же образом будем переводить обратно в другую сторону эту же реку и производить эти работы. В план реконструкции местные власти включили и строительство набережной. Всего в рамках проекта была проведена берегоукрепительная работа участка реки в Магасе, а также благоустройство пруда в Сунже. Что такое национальный проект экологии и как изменится Россия к 2024 году? Цель – изменить воздействие на окружающую среду. Проект предполагает 10 направлений, в которых должны произойти существенные изменения. Чистый воздух, чистая вода. Туда, конечно, входит и новая система обращения с самыми разными отходами. Их теперь сортируют. Это самая настоящая реформа, на реализацию которой регионам дается срок до 2019 года. Преобразования идут поэтапно. Таким образом, 20 новых баков для раздельного мусора и 10 для бытовых отходов подарили жителям Малгобека. Новые мусорные баки уже установлены в образовательных учреждениях города. 2 таких бака поставили и в 5-й Малгобекской школе. 1 контейнер для бумаги, 2 для пластика. Теперь школьники будут бросать фантики от конфет в одну урну, а бутылки от сладкой воды в другую. Наши учащиеся, участники и неоднократные призеры многих экологических мероприятий, различных таких конкурсов, как вот всероссийский проект «Мы вместе», «Вода России» и многое-многое другое. Но повседневная наша работа – это на каждом уроке, будь это биология, будь это география, или это русский язык или математика, говорит о том, что дети всегда должны понимать, что мы часть природы, что они в гармонии с природой должны быть, и что самая главная задача их – сохранять все это. Остальные контейнеры для общего сбора мусора установлены в частном секторе. Жители коттеджного городка Малгобекского района такому подарку только рады.
ярик поселок бяхнеш улиц бях бьёк хат бахку жоо цанху хат цай мусор ачалати дар ухти магист шаш хат бяхки бахо. В местах массового скопления людей также будут установлены новые баки, пока в городе ведутся работы по благоустройству площадок для новых мусорных урн. В скором времени весь мусорный хаос в городе будет устранен. То есть мы будем увеличивать количество баков и будем вот в каждом дворе будем благоустраивать вот такие территории, заливая бетоном, делать максимально комфортно для жителей, подходить и близко, и чтобы и грязи не было. Как отметил министр природных ресурсов и экологии республики, установка новых баков для раздельного сбора мусора – это очередной этап программы по ликвидации свалок в республике, а в следующем году уже приступят к этапу переработки отсортированных отходов. Этап перехода на систему обращения с ТКО должна пройти вся страна. Наша республика, как отметил Минприроды региона, уже полностью к этому переходу готова. Индира Манкиева. Итоги года. С сегодняшнего дня мы начинаем цикл сюжетов о самых знаковых событиях уходящего года. К ним смело можно отнести, пожалуй, главное историческое событие в спортивной жизни республики. Блестящая победа ингушского борца Мусы Евлоева на мировом первенстве по греко-римской борьбе, проходившем в Венгрии. Уступая в весовой категории до 97 килограмм, ингушский танк завоевал первую в истории нашего народа золотую медаль чемпионата мира в этом виде спорта. Безудержная воля к победе, неимоверный труд и заслуженный триумф. В репортаже Тамерлана Хамхоева. Танк, и этим все сказано. Самая престижная весовая категория до 97 килограмм и одновременно самая труднопроходимая. Предварительные схватки: 1/8 финала, 1/4 и, наконец, полуфинал. Развязка близка. Кто же станет сильнейшим в реванше? Один из самых сложных соперников в карьере Евлоева – Артур Алексанян. Встреча достойная финала, говорили все. В этот раз в нелегкой борьбе победа осталась за Мусой Евлоевым. Полуфинал позади, и теперь остается только завершающая схватка. Жители Ингушетии с замиранием сердца следили за тем, как творится история. Муса Евлоев стал первым ингушом, которому удалось завоевать золотую медаль чемпионата в олимпийском виде спорта. С соперником, болгарином Кириллом Миловым, Муса в финале разделался со счетом 7-2. Your winner from the Russian Federation, Musa Evloev. Внеся огромный вклад в общекомандное первое место сборной России по греко-римской борьбе, Муса Евлоев доказал немногочисленным скептикам, кто является первым в его весовой категории. Если кто-то и сомневался в его победе на чемпионате мира, то точно не его земляки. Это первый чемпион мира в нашей республике. Это не первый олимпийский чемпион, потому что у нас их уже 4. Это первый чемпион мира среди нашего народа. Поэтому это большое достижение. И человек, который не понимает этого, что в 2018 году главное спортивное событие в республике – это победа Мусы Евлоева. Если кто-то этого не понимает, ему нужно перестать интересоваться спортом и заняться, не знаю, стройкой. Победителю почет. В аэропорту Магаз чемпионов встречали овациями. Это и неудивительно. Еще до триумфа на чемпионате мира Муса Евлоев полюбился многим за хороший нрав и дух победителя. Евлоев Муса тон тренер вообще плюсер хане с тренера фу плюсер мотода таган бириш хаволч кайгиш дах бириш та даог живой премьер халерсак чемпион мира хан цевину дах днет ему занг республики чемпион мира халар дах хамда ёх страна жетигич ца золото дах иха тахтаник жог дах дах ишта волч. Как и подобает настоящему чемпиону, Муса в своих высказываниях скромен и немногословен. Поддержка родного народа – вот что ощущалось даже в далекой Венгрии, признается чемпион мира. Самое хорошее, домой приехал. Хочу всех поблагодарить, очень много народа приехало. Баркулда я рясал. Очень приятно, когда многие поддерживают, переживают, болеют. Хотел бы сказать Баркул всем. Победу нашего земляка на столь престижном турнире по праву можно назвать событием года в ингушском спорте. Но это только первый шаг к укреплению позиций в мировых рейтингах. Муса Евлоев еще молод и очень амбициозен. До Олимпийских игр осталось не так много времени. И все силы Евлоев, несомненно, бросит на победу в этом турнире. Тамерлан Хамхоев, Новости 24.
Первая в стране вакцинация пожилых от пневмококка пройдет в 2019 году в рамках нацпроекта «Демография». Будут ее проводить сначала в учреждениях закрытого типа, чтобы узнать, не будет ли каких осложнений или других проблем. Уже после, подведя итоги, правительство рассмотрит вопрос о целесообразности расширения. С нового года Ингушетия в числе других регионов полностью переходит на цифровое телевизионное вещание. О преимуществах этих изменений рассказали сегодня студентам медицинского колледжа в Карабулаке. Жители смогут принимать сигнал 20 бесплатных телеканалов и 3 радиоканалов в цифровом качестве. Единственное, что может немного омрачить радость владельцев старых телевизоров, это необходимость покупки дополнительного оборудования. Но зато они выигрывают в получении изображения высокого качества. В первую очередь это качество картинки, то есть обычный обыватель мог видеть, допустим, при ухудшении качества мурашки на экране телевизора. Теперь в случае цифрового телевидения этих мурашек нет, то есть либо идет четкая картинка, либо при очень слабом сигнале картинки нет совсем. Уже побывали в ряде населенных пунктов. Например, в прошлой неделе мы были в городе Малгобек. Но на этот раз решили мы провести это мероприятие среди молодежи, так как считаем, что для взрослого поколения они более лучше донесут эту информацию и лучше понимают, то есть сегодняшние технологии молодежь. В Центре культурного развития прошел слет юных инспекторов дорожного движения. Мероприятие состоялось в рамках празднования 45-летия со дня образования движения. Организатор праздника – Госавтоинспекция региона совместно с главами районных администраций и Министерством образования и науки Ингушетии. В зале собралось около 220 школьников из 32 школ республики, которые принимают активное участие в различных акциях, связанных с безопасностью на дорогах. Учащиеся каждого образовательного учреждения показали импровизированные сценки и музыкальные номера о значимости соблюдения правил ПДД. В завершении праздника каждого участника наградили дипломом и подарками. Для них это стимул для того, чтобы они завтра хотели больше увлеченно этим заниматься и не бросали это начатое дело, для того, чтобы они дальше уже помогали воспитывать и юное поколение. Если они по возрасту уже уходят в более старшие классы, то они подготавливают уже младший класс. И у нас уже есть замена тем, которые уходят здесь. Такое мероприятие в республике у нас проходит впервые, потому что организовать такое большое масштабное мероприятие не всегда получается. Но мы надеемся, что первое мероприятие послужит нам в дальнейшем провести их больше и больше. Производители сладких газированных напитков готовы присоединиться к добровольной цветовой маркировке продуктов питания «Светофор» и отмечать на упаковке своей продукции высокое содержание сахара. Напомню, пилотный проект по добровольной маркировке продуктов питания цветами светофора – зеленым, желтым или красным, в зависимости от содержания в них соли, сахара и жирных кислот, стартовал в России 1 июня. Красный цвет предназначен для продуктов с высоким содержанием соли, сахара и жирных кислот, желтый для продуктов со средним содержанием этих веществ, зеленый с низким. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.